Минтимер Шаймиев – политический тяжеловес, крепкий хозяйственник, национальный лидер, народный президент. Можно и дальше прибавлять эпитеты, определения, характеристики, и все будет правда. А можно просто сказать Шаймиев или Баба, и всем все станет ясно и понятно. Авторитетный руководитель республики, а для многих, кто пришел его лично поздравить с большим юбилеем, еще и наставник, учитель, человек, давший путевку в жизнь. Наше поколение руководителей, тем, кому 60 плюс-минус, это все те люди, которых он когда-то заметил и поддержал. В большую политику мне дорогу дал Шаймиев. Он мой крестный отец. С его благословения я сейчас возглавил театр. Он нам всем пример, как надо жить, как надо работать, как надо мыслить и как надо трудиться. Как такое возможно? Ведь не может один человек, даже если он руководитель такого мощного региона, как Татарстан, быть одинаково близок, уважаем, столь разными даже по интересам, профессиям, устремлениям людьми. А Шаймиев и в годы президентства, и сейчас был и остается непререкаемым авторитетом и для сельских тружеников, и для финансистов, деятелей культуры, энергетиков, поэтов. В чем его секрет? Не только в многогранности натуры Минтимера Шариповича, его незаурядных личных качествах, но еще и в том, что в период, когда он возглавил республику, Шаймиев уже был большим политиком и крепким хозяйственником, руководителем с уникальным даже по советским меркам багажом знаний и опыта. Отличник и передовик. В 29 получивший одну из самых высоких наград в Советском Союзе орден Ленина. Самый молодой министр Татарии, а позже председатель правительства, Верховного Совета Республики, секретарь обкома. Он действительно с юности был готов брать ответственность не только за себя, с молодых лет на первых ролях, но при этом уже тогда сформировал главный девиз всей жизни. Надо любить людей. Мы не должны иметь права обижаться на наших людей. Они имеют право. И это надо заранее знать, раз ты встал на этот путь. В переломную для всей страны эпоху, в период становления государственности молодой России и Республики Татарстан, такой лидер, как Шаймиев, имел все шансы на успех. И дело не только в его личной смелости, решительности в отстаивании интересов родного Татарстана, в его опыте и знаниях жизни. Дело еще и в том, что Минтимер Шаймиев был, безусловно, на 100 с лишним процентов уверен в своей правоте. В начале 90-х Российская Федерация первой вышла из состава Советского Союза, и Татарстан, который, отмечу, не говорил о своем выходе из страны, имел все основания заявить о своем суверенитете и реализовать его на практике. Декларацию мы приняли, тогда Российскую Федерацию надо было сепаратизм обвинять тоже. Это же Союз, когда разваливался. Но если прав не было, мы и заявили об этих правах. Шаймиев – это человек не татарстанский, это человек всей огромной России, всего Советского Союза в прошлом, но, если хотите, и планетарный, потому что то, какая сегодня Россия, успешная, великая, мощная, несмотря на эти труднейшие 30 лет после распада Советского Союза, в этом наборе этого большого исторического темпа нашей страны огромная личная роль нашего президента первого Шаймиева. Если бы не он, Россия была бы другая. Давайте так скажем. Поэтому его вклад уникален. Это действительно личность, это личная отвага, умение принимать нестандартные решения, идти вопреки течению, получать шишки, рисковать. Весь набор таких настоящих мужских качеств – это Шаймиев. Надо четко осознавать, в начале 90-х угроза распада страны была более чем реальной, и Татарстан был в эпицентре самых острых политических процессов. С одной стороны, сложные, сверхнапряженные переговоры с Москвой, провозглашение декларации о государственном суверенитете, принятие своей конституции, позже заключение договора о разграничении полномочий и предметов ведения, с другой – митинги националистов, острые дебаты в парламенте Татарстана. Как не скатиться в сторону эскалации, ущемления прав и интересов разных народов и национальностей. Только за счет реализации политики равных возможностей для всех жителей Татарстана, создания комфортных условий жизни для всех народов, проживающих в республике. В своей открытке, которую я написал Минтимеру Шариповичу, я написал очень простую фразу. Глубоко уважаемому Минтимеру Шариповичу, от простого русского парня, который в 27 лет смог стать вице-премьером в татарском регионе России. И это говорит о том, что
усилиями Минтимира Шариповича здесь была создана идеальная атмосфера межнационального, межконфессионального и профессионального развития. В самые сложные периоды в новейшей истории России Шаймиев ставил перед республикой такие задачи и ориентиры, которые и сейчас кажутся фантастическими. «Мы разрушили не только ветхое жилье, но и ветхое мышление», — говорил он. Уникальная программа ликвидации ветхого жилья, которая переросла позже в программу социальной ипотеки, до сих пор вызывает зависть коллег. А строительство моста через Каму, казанского метрополитена, проведение универсиады в Казани – каждый из этих масштабных проектов достоин отдельного повествования. И ведь важный момент – все они реализованы в тесной кооперации с федеральным центром. Во многом еще и потому, что у руля многих федеральных структур также стояли мудрые руководители. Ведь не все помнят, но легендарная программа газификации в Татарстане начиналась с непростых переговоров с тогдашним руководителем «Газпрома» Рэмом Вяхеревым по поводу накопленных долгов за газ. В 90-е это, увы, для регионов была обычная практика. Что предложил Шаймиев? Постепенно рассчитываться по текущим долгам, а остальные средства? Нет, не заморозить, а строить на них новые объекты, газопроводы и передавать их «Газпрому». Рэм Вяхерев оценил и поддержал. Программа газификации стала одной из самых успешных в новейшей истории России. Республика в тяжелейшие для страны годы сохранила и свою банковскую систему. Надо, с банков забираем все, поддержать промышленность, оборонку. Нужно банкам помочь. Мы находим резервы и банк временно им даем. Сейчас как-то банки обособлены напрямую. Новгород, там, Москва, там. Это все-таки патриарх наш. Можно сказать, он объединил не только татар, и русских, и всех вот здесь, в республике нашем, чтобы было все спокойно, хорошо. И лично ему, чтобы у него было все, что он пожелает себе. Самое главное сейчас здоровье, сохранять тот же оптимизм в жизни, ту же ясность ума. Вот. Он для нас был и будет оставаться великим человеком. Шаймиеву удалось не только сохранить действующие стратегические предприятия, направить их на путь созидания, но и создать с нуля новые направления в той же нефтепереработке, нефтехимии, IT-сфере, в энергетике. Неоценимая роль в сохранении целостности энергосистемы Республики Татарстан и в процессе реформирования, значит, правильно ее определить пути развития. И благодаря этому в Татарстане, значит, за последние 10-15 лет созданы новые энергетические, современные на мировом уровне энергетические мощности, сети и системы. Ваша история, ваша жизнь неразрывно связана с нашей республикой, с нашей землей. И вы, как никто другой, руководитель Татарстана, больше всего сделали для того, чтобы возвысить и развить эту землю, нашу прекрасную. Эпоха Шаймиева – это эпоха современного Татарстана, успешного, сильного, самодостаточного, и она продолжается. Поэтому пожелания самые искренние. Конечно же, здоровье, в первую очередь здоровье, долголетие. Долгих счастливых лет, а мы все берем с него пример, мы у него многому учимся. Это действительно человек с большой буквы. Человек с большой буквы, который является примером для многих. Обега хочу здоровья, долголетия, чтобы он смог сохранить свой оптимизм, свою энергию, свою терпимость. Он бик собор киши ул безнең. Соборлыгы оның югалмасын. Тимур Бекмурзин, Эльзира Юзаева, Андрей Ключников и Андрей Кузьмин. 7 дней.